в этом с точки зрения достижения конечного результата и победы, которая неизбежна. Есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и специальная военная операция, это, как я уже многократно говорил, попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить людей, наших людей, которые там на этих территориях проживают. Это наши исторические территории, как я уже говорил, после развала Советского Союза. Сейчас не буду давать оценок, здесь не место и не время, но во всяком случае Россия примирилась с этим событием, но несмотря на то, что это наши исторические территории российские, но мы примирились исторически с этим. Но тем не менее, мы не могли не отреагировать на то, что там начало происходить после переворота государственного, когда начали, по сути, истреблять людей, которые проживают на этих территориях только за то, что они считают себя связанными с русской культурой, с русским языком. Словно мы долго терпели, долго пытались договориться, как сейчас выясняется, нас просто водили за нос, обманывали. Ну, не в первый раз такое с нами происходит и случается. Тем не менее, мы сделали все возможное для того, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидным, что это по определению было невозможно. Просто противник готовился к тому, чтобы перевести весь этот конфликт в острую и горячую фазу. Повторяю, ничего нам не оставалось, кроме того, что делать то, что мы делаем сейчас. А что касается преступлений против гражданского населения со стороны неонацистов, которые обосновались на Украине и правят там бал, захватили власть на Украине в результате этого госпереворота, все, что потом происходило, это имеет значение, но все-таки первичный источник власти, сегодняшней власти на Украине, это госпереворот. У нас есть все основания называть сегодняшний режим неонацистским. И есть все основания помогать, в том числе и с помощью вооруженных сил, тем людям, которые считают себя частью русской культуры, носителями русского языка, дорожат этим, так же, как своей культурой и своими традициями. Мы не можем их не защищать просто. Что нам может в этом помочь, имея в виду и то, о чем вы сказали, нашу историческую память. Вопрос один из самых животрепещущих, ключевой, можно сказать, это уровень благосостояния наших граждан, наших людей. Он по-разному решается. Я сейчас скажу, здесь две составляющие. Это бюджетная сфера, и это прописано в так называемых майских указах 2012 года. Многое сделано, но многое и, к сожалению, пока не доведено до того уровня, который планировался. Но мы будем продолжать обязательно работать по этому направлению. Значит, в этой связи правительство имеет поручение уже в январе, вот сейчас, провести индексацию в бюджетной сфере. Что касается частного сектора, то здесь совсем другая история, или государственных предприятий, которые работают в рынке, то здесь диктовать административным образом уровень заработной платы весьма опасно, потому что это может привести к разбалансировке вообще самой экономики предприятия. Что касается призывников, которые призываются на срочную службу, с учетом того, что оборонка сейчас загружена, и с учетом того, что вы работаете в 3 смены, и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас мы изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную военную службу. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос тоже будет решен. Спасибо.